что было дано указ найти виновников. Президент высказался, и, конечно, все были под давлением найти виновников. Мне было 18. Я в то время учился в ПТУ. Нас арестовали, хотели нам это убийство хотели на нас повесить. Я зашел в кабинет, не прошло даже и 3 минут, как меня начали бить уже. В это время плакал, и говорил, что это я не совершал, я не знаю. Они бьют, они умеют бить. Я не хочу думать по этому. Почему поэтому? Ничего. Так что они часто прибегают к насилиям, к признаниям. И признание является очень важным элементом в доказательстве преступления. Система будет закрывать глаза на качество ради выполнения показателей. И ради выполнения показателей можно применять пытки, можно фальсифицировать доказательства, потому что от этого зависит карьерный рост. Я сказал, что мне освободить по страже за суда, я сам себе не поверил. После того, как они с нами поступали, просто я не могу на них смотреть. Дом, семья, работа, все. Мы-то есть хорошие милиционеры, я не знаю. Не могу, я их простить не могу. Что? Сохраняются люди, которых расстреливают, сохраняются люди, чьих родственников расстреливают, сохраняются люди, которые расстреливают. И сохраняется общество, которое знает, что смертная казнь от его имени применяется. Ходят и улыбаются. Это произошла ошибка. Какая может быть ошибка? Это же не ученик написал диктант, а учитель красными чернилами исправил. Ошибка. Человеческую жизнь погубили. И это произошла ошибка. Нет судебной системы, который может гарантировать 100% справедливые суды. Убийство навсегда убийство, даже если по закону. Поэтому группа засекречена, даже близкие родственники никто не знал, даже коллеги не знают, кто чем занимается. Все ваши интересы уткнутся в двери тюрьмы. И никто вам там ничего не скажет и не покажет. Исполнение приговора – это действительно тяжкое бремя и ложится на тех, кто это делает. Убить человека, который тебе лично плохого ничего не сделал, без злости, без
накала страстей, это сложно. Ну, необычное это явление, очень необычное, оно непривычное, оно не вписывается в рамки нашего обихода. Ну, никак, абсолютно. Ну, сравнить-то не с чем. Вот, поэтому эмоциональное состояние первый раз у всех одинаково. Это замедленное восприятие времени, вот что я беседовал с сотрудниками, время замедляется. Я же как-то рассказывал, что отчетливо видишь даже, как детали пистолета работают. Замедленно, как замедленные съемки. Поэтому спрашивал других, они то же самое ощущали. А потом уже все заработало так, как нужно. Пистолет быстрее заработал. Гэта ўсё мае сваю як бы фізіялагічную абаснаванне, бо мысленне чалавека і ягонае, ну як сказаць, усё перажыванне, як гэта ён разумее, як выабразовае, ну сабе гэта самы працэсы розныя дзейнасці, якія ён выконвае, мэту гэтай дзейнасці, вынік гэтай дзейнасці. Тады ўсё гэта у чалавеческім мозгу робіцца як бы копии иконы. Это так называемый посттравматичный стресс. А травма – это вот переживание. И то же самое, что сам тяжкости некоторые, а и то эмоциональные разные такие незвычайные речи, на які попадался человек. Это вельми меняет психику человека. Первых сотрудников поступал человек тоже в группу, его даже близко не подпускали, на расстоянии все смотрели. Потому что непредсказуемо, это все, ну, может в обморок упадет, кто знает, как, у кого какая психика. Он смотрел с расстояния, потом уже в следующий раз подходил поближе. К сожалению, там я не могу детали уж рассказывать, как там, кто как переносит, это ни к чему. А самого процесса исполнения я давно уже противник, потому что он не совсем цивилизованный, хоть я считаю, что он более гуманный. Но эта процедура, она угнетающая для всех. Вообще-то мое мнение было такое, я считал, что преступник вообще не должен знать, что его осудили к смертной казни. Если уж из гуманизма исходить, есть масса способов ему уйти из жизни спокойно, с ощущением того, что он уснул или еще что-то. Ну так робили в сярэднія там векі, там я не ведаю, там до нашої ери так робили. Зараз працягвають так само так робити. У Штатах спрабуюць гуманізаваць эту сферу. Я недавно поглядзеў по Discovery, вельмі цікавая передача была про Death Machine называлась, то есть машина смерти, где они казали про развіццё і эволюцию прыстасавання для забойства человеков. Ну и там распавядали про этой машины с инъекциями смяротными, где человек там спачатку вводится инъекция снотворна моцна дзеючага, ён засынае, і паступова там вводится смяротная доза атруты, ад якой ён памірае. Да? І як они там вельмі цікавыя такі ўжывалі словы. Зараз в Штатах там гуманизуют, то есть как можно умерщвлить человека больше гуманно. Я думаю, ну в принципе умерщвлять человека в принципе не гуманно. Ну, я вам только одно могу сказать, что вот в период моей миграции один исполнитель умер. От инфаркта или от еще чего. В довольно молодом возрасте, до 50 не дожил. И руководители групп, некоторые, ну, есть, которые живут по сей день еще, есть, которые, может быть, и стресс виноват, может быть, другие обстоятельства есть, которые тоже умерли, тоже в молодом возрасте.
Благослови, душе моя, Господа, благословен еси, Господи. Благослови, душе моя, Господа, и вся внутренняя моя, имя святое Его. Иногда приводят сторонники смертной казни такой аргумент, что как раз говорят, что вот самое главное душу спасти, а не тело, что тело это не так важно. Но мы сами понимаем, что церковь всегда выступает против самоубийств, против эвтаназии, против таких вещей, которые прерывают искусственно жизнь человека, потому что Бог дал человеку как раз тело и жизнь вот эту земную. Хотя мы знаем жизнь вечную и в перспективе жизни вечной думаем, как раз в этой перспективе и дана человеку жизнь земная, чтобы в течение земной жизни сумел покаяться, сумел прийти к Господу. Вызрел как-то, совершил какую-то эволюцию. И мы эту эволюцию обрезаем. Для хрысціяніна вось гэтае палажэнне, што чалавек не можа распараджацца жыццём іншага чалавека, што гэтае жыццё дадзена чалавеку Богам, яно мае сэнс. Яно мае сэнс, бо калі ён верыць, што ёсць Бог, што кожны чалавек это створаны Богам, то нельга забіваць іншага чалавека. Нельга. То есть гэта такі, это сур'ёзны грэх. Больш таго, сур'ёзным грахом з'яўляецца жаданне смерці іншаму чалавеку. Ось, адчуванне ненавісці да яго. Хрысціянін ён павінен дараваць. Вернікі засяроджваюцца над гэтым пытаннем так, як і ў гісторыі. Ёсць вялікая колькасць за смяротнае пакаранне, ёсць вялікая колькасць супраць. Але мы аргументуем перадусім тым, што годнасць чалавечага жыцця, яна з'яўляецца годнасцю, якая паходзіць ад самого Бога. Бог з'яўляецца крыніцай жыцця, даўцам жыцця. І толькі Бог вырашае даць жыццё чалавеку і гэта жыццё прыняць. Чалавек з'яўляецца як бы такім адміністратарам толькі жыцця. Чалавек не мае права вырашаць абсалютна і сабе адбіраць жыццё іншаму чалавеку. Ідучы ў кірунку евангельскім, новазаветным, мы прыпамінаем навучанне Езуса Хрыста, который выказаўся у тым, што датычыць годнасці чалавечага жыцця. Ён заклікаў немстивым способом относиться до человека. И он закликал любить ближнего. Человек – это храм Божий. И нельзя вот так вот просто прийти в него и разрушить. В нем идет своя жизнь. Конечно, это, может быть, человек тоже совершил вот это вот преступление, кого-то этот храм разрушил. Но это не значит, что ему надо отвечать тем же. Он преступник, но не мы преступники. Тем самым мы как бы сами становимся преступниками. Мы, убивая убийцу, становимся сами убийцами. И плодим это вот злобу в обществе, озлобление, жестокость. И хочу сказать, что вот почему так важно и в нашем обществе, конечно, вот как-то развивать это милосердие, делать все шаги по смягчению вот этой жестокости в сердцах. Папа Францішак, сучасны галава каталіцкага касцёла, таксама да ўдзельнікаў кангрэса супраць смяротнага пакарання напісаў тэлеграму, я зацытую, і папа напісаў так: «Пакаранне смерцю павінна быць заменена на іншае, якое прадугледжвала шанс для злачынцы задумацца над сваімі правінамі і выправіцца, а нявіннаму падарыла надзею на справядлівасць».
Сёння, як ніколі, неабходны напамін і пацвярджэнне неабходнасці прызнання і паўсюднай пашаны да годнасці чалавечага жыцця і яго непамернай вартасці. Это была довоенная лесная дорога, на которой по ночах любил ездить черный крумкач, вознесение людей. Я бапал этой дороги, людские косточки, никем не оплаканные, они все рассеяны вздолж этой старой лесной дороги. В субботу все как надо быть, помылись в бане, дети спят, все. И утром часы в 4, а то может и раньше, с конца, вот с этого конца, приехала машина черная, и железом чем оббита черная. И постукались. Ну, не ломались, не стукали, постукались. Вышел батька, пригласил ее в хату, надел штаны, в рубашке, вышел. И детка Габуся. И они, каже, не крутили им ни руки, не вязали, ничего. И хоть пройдемте с нами. Як розповідав сам Сидоренко, який був звольнений на ученні майора МГБ у середині 50-х годів з органів час Хрущевської Ліги чистки. Як він розповідав, я на ночь брав 2 пістолети, насипав в кишені патронів, і двоїх шофером робили за ночь, звичайно, 2 калібри рейс. Машину ставили так, как в армии освещало само это место, значит, и по одним вытягивали и расстреливали людей. Когда траплялись особливо моцные и упартые, то у их одно слово была под машиной такая долгая кочерга, подрихтованная на кшталт багра, которая зацепляли человека за опортку и просто вытягивали с машины и достреливали уже тут на крае ямы. Мама привела через несколько дней, обратно поехала в эту Вольшу узнавать. Сказала, хлеба взяла, там сала якого-то. Каже, нас пустили в двор. А там двери открыли як слева, и еще шером, урабом, хто якими шли мужчины, согнувши голову. И як ішов батька, тільки матка рукой махнута, чітко, що Оля їде домой, мене не жди, їде домой. Матка, каже, їх у машину, одна, каже, машина іде, от некуль туди садять їх. Другая подоходить, туди садять їх. І ми, каже, все це бачимо. Именно выдача оружия позволила мне сделать выводы о существовании некой такой секретной группы, которая зачем-то его использовала. Ну, потом сопоставив вот некоторые даты, личности и другие обстоятельства, которые я прочел, увидел, услышал, я пришел к выводу, что он был использован именно этот пистолет в целях убийства наших оппозиционных политиков. Но мы это все пережили уже. Это было во времена репрессий 30-х годов.
вынікі, ўжо прашло 13 год, конечно, гэта такі ўжо вялікі атрезак часу. І, канешне, нам бы ўсім хацелася, каб былі нейкія вынікі гэтых спраў, але, на жаль, вынікаў гэтых няма. Ведаеце, вельмі незразумела. Няўжо не хапае нашым уладам, нашим правоохранным органам 13 год, каб донести до нас хоть некую информацию. Нас не хоронят. Я мать, мне чуть не верится. Это жестоко по отношению к родителям. Ну все, приехала с Гомеля, привезла от Насти Грунова форму. Ее сына Александра Грунова Смяротника, и ее дослали по почте. Не ведаю, то есть мы не открывали, то есть что там. Мы не кажам, не даем ацэнкі зараз добрага, дрэннага чалавека і гэтак далей. Гэта ўсё, што дзяржава аддала пасля гэтага чалавека. І месца не гаворыцца, і час не гаворыцца, і месца пахавання таксама не паведамляецца. З іншага боку, тое, што зараз з'явілася такая практыка, калі пасля правядзення выканання смяротнага прысуду сваякам адпраўляюцца, так бы мовіць, асабістыя рэчы, прынамсі вопратка з лейблом, з малюнкам, на якім напісана імейл, исключительная мера наказання. На наш погляд прадстаўнікоў кампаніі пра абарону супраць смяротнага пакарання ў Беларусі, гэта дастаткова такі сур'ёзны здзек з боку дзяржавы над сваякамі. Сама такая схема почала використовуватися, видать, ще справді з сталінських часов, коли чоловіка забирали, він зникав і розтворявся. І весь час після ця схема не переглядалася. В Совєтському Союзі присуди виконувалися таким же самим чином, своякам приходили повідомлення, тіла не видавалися, місце поховання не указувалося, особисті речі не видавалися. І ця система вся совєтська в неизменном виде перекочевала уже в Беларусь. Система, якая не хочет отмовиться от этой практики, и чему она не хочет этого отмовиться, мне складно сказать. Да, он приговорен к исключительной мере наказания. Да, приговор свершился, исполнен, но не выдают тело и не сообщают о месте захоронения. Это что, дополнительное наказание родственникам? Это дополнительное мучение для родственников? То я, как никто другой, понимаю и знаю, как это страшно терять близких. Близких, которых расстреляли. Близких, которым не дали возможности последнего свидания. Близких, когда ты не имел возможности проститься с телом своего сына и предать его земле как человека. Я знаю, как страшно и негативно относит общество, перенеся свое негативное отношение к преступнику, но его семью. В чем виноваты мы матери? Что мы сделали не так? Мы родили детей. Мы их воспитывали. Ни одна мать не хочет, чтобы ее сын стал на путь преступления. Ни одна мать не программирует родить преступника. Мы ни в чем не виноваты. Ни перед государством, ни перед обществом. Ни в коем случае не оправдываю людей, совершающих преступления.
Лишение свободы – это тяжкое наказание. Но отнимать жизнь с помощью закона – это страшнее, потому что это уже действует палач. Намеренно, умышленно отбирает жизнь у человека. Как страшно жить с этой болью и видеть непонимание общества, которое видит в тебе изгоя и переносит свою жестокость на тебя. За что? Беларусь. Апошняя краіна у Еўропе і на постсавецкай прасторы, дзе захаваўся такі від пакарання як смяротнае. Признать виновным, а именно в совершении умышленного убийства при отягчающих обстоятельств назначить ему наказание в виде исключительной меры наказания смертной казни. Хочу подкрэсліць, што вось гэтыя ўсе забойствы, якія апошнім часам былі здзейсненыя, яны былі здзейсненыя незалежна ад таго, ці ёсць смяротнае пакаранне, ці яго няма. То есть злачынцаў не спыніла той момант, што ў краіне ёсць смяротнае пакаранне. Ніхто з іх в гэты момант здзейснення забойства не думаў пра тое, што ён будзе адказваць і што ён будзе пакараны смерцю. То есть это еще раз подкресливаю, что смертное покарание не является стримливающим фактором для злочинности. Это уже было показано не раз и криминалистикой, и іншей наукой. Тому незалежно от того, ці есть крайне смертное покарание, ці не, такие выпадки и злочинства супраць особо будут здійсняться. Тому весь сенс смертного покарания только, в принципе, зуб за зуб. То есть он забил, мы забьем яху. Былым міністр унутраных справаў Беларусі Юрый Захаранка, які сам стаў ахвярай выкрадання і, магчыма, пазасудовага пакарання, перад сваёй адстаўкай думаў пра адмену смяротнага пакарання ў Беларусі. Гэта стала вядома з яго інтэрв'ю, якое ён даў незадоўга перад знікненнем корэспандэнту газеты «Свабода» Алесю Дашчынскаму. Там ён гаворыць пра неэфектыўнасць смяротнага пакарання, і я зацытую словы Юрыя Захаранка з гэтага інтэрв'ю. Заходнія псіхіатры, крыміналісты, якія вывучалі гэтае пытанне, прыйшлі да высновы, што ніводзін з асуджаных перад забойствам не думаў пра магчымасць расплаты смяротнай карай. Многія спадзяюцца застацца непакаранымі. Пасля адмены вышэйшай меры ў краінах не расце колькасць цяжкіх злачынцаў. Смертное пакаранне як мера стрымання злачынстваў, на мою думку, з'яўляецца неэфектыўным, бо псіхалогія злачынцы, забойцы падчас здзейснення гэтага злачынства, як правіла, ніколі людзі не думаюць пра то, што іх можа чакаць затрыманне і што будзе пазней. Яны жывуць сённяшнім днём, яны жывуць адной хвіліны. І прадухіліць гэтыя злачынствы можна, канешне, комплексам нейкіх іншых мераў, але само смяротнае пакаранне, як правіла, не выконвае гэтай ролі бар'ера пэўнага перад павелічэннем колькасці цяжкіх злачынстваў.
прыйшлося некалькі разоў бываць на судах, якія скончыліся смяротным прысудам для дадзеных людзей, для злачынца. На эмацыйным узроўні это ніяк не можа ўспрымацца як акт справядлівасці. Наадварот, это выклікае пратэст, таму што прысуд абвяшчаецца ад імя Рэспублікі Беларусь. Это можна сказаць, што Рэспубліка Беларусь сама сабе абвяшчае прысуд, што яна проста бессільная перад гэтымі людзьмі, і думаю, што лепш это проста іх забіць. Няма чалавека, няма праблем. Смяротнае пакаранне і шырокае асвятленне прэсе гэта ўсё не спыняе іншых людзей, не спыняе злачынстваў і асабліва цяжкіх, як забойства. Скажем, есть одна из отраслей юридической науки, которая называется пенология. Вот по своему опыту я порой задавал этот вопрос на 4-м курсе юридического факультета. Что такое пенология? Сам термин вызывал улыбки, но положительного ответа не следовало. Пенология – это наука о преступлениях и наказаниях. И основоположником этой науки является Чезаре Беккарио. В своей книге Беккарио подводит как бы итог. Какова же подоснова, каков смысл, истинность существования таких законов о необходимости применения смертной казни. И он прямо указывает, что это никакое не правосудие, никакое это не право, а это лишь ширма, формальности судопроизводства, формальности правосудия являются лишь ширмой, которые прикрывают насилие, прикрывают деспотизм государственной власти и сравнивают жертвы смертной казни с жертвами, которые в древности приносились древним жестоким богам.